Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского канала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже свыше 10 лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня в июльскую нашу жару, приурочив к Международному дню киберспорта, у нас в гостях представители вот этого вот самого киберспорта. Дамгиджапов Баир Жамсович, очень приятно, спасибо. Да, он председатель Федерации компьютерного спорта, вернее, якутского отделения Федерации компьютерного спорта России. Есть такая федерация, заметьте, мы говорим о вещах не таких, скажем так, детских, шуточных там, и так далее, и так далее. Киберспорт сейчас в каком состоянии находится? Есть ли возможности, сохранились ли возможности с условием международного, вот, как любят называть, трека, возможности для монетизации и так далее? Об этом мы сегодня хотели поговорить. Вообще, что это за явление киберспорт, почему его стоит воспринимать серьезно в свете конца 20-х годов 21-го столетия, да, Баир? Мы одни из первых в стране, кто создал Федерацию компьютерного спорта в свое время, это 2003 год. Ну и с того времени шла небольшая, системная, но стабильная работа для того, чтобы проводить какие-то соревнования ежегодного характера. И благодаря этому вообще в целом всегда были команды, люди, которые были способны представлять наш регион на чемпионатах России, в мире. И пошла такая тенденция в игре Counter-Strike. Ну, на тот момент это было 1.6, что появились там первые DJC5, знаменитая команда, которая поехала на чемпионат там, России, World Cyber Games на тот момент, и как бы заняла призовое место. С тех пор у ребят не пропадал азарт, глаза горели, и как бы здесь, внутри, в Якутии, постоянно шла такая динамика роста. Люди аккумулировались, проводили локальные соревнования, ну и как бы Федерация компьютерного спорта всегда способствовала этому. Что касается вот нынешнего времени, то я считаю, что с 2018 года мы очень активно начали уже развивать здесь, проводить массовые виды мероприятий. В 2019 году мы провели киберфестиваль, собрали полный зал Дахсун, там пришло 1200 участников, привезли гостей, как бы полноценный фестиваль прошел. Мейн событие это стал Кубок России, да, то есть отбор на Кубок России. И оттуда стало понятно, что это уже не просто локальные события, это уже явление массового характера, да, то есть и количество игроков, участников, конкуренция, она очень сильно жестко растет. Соответственно, оттуда наши ребята начали конкурировать между собой и улучшать свой уровень игры уже на международный уровень. Они стали понимать, что у нас экосистема начала развиваться не только в России, но и вообще в целом в мире. Да? То есть появились какие-то азиатские квалификации, Средней Азии квалификации появились, и наши ребята отсюда могли участвовать там и совершать какие-то прорывы. Да? Появилась рейтинговая система. Ребята поняли, что их уровень игры соответствует международному. То есть они начали уже собираться более сильные составы. И вся эта динамика шла, там, скажем, до 2021 года. И мы активно поняли, то, что рынок Counter-Strike 2, он активно растет. То есть что такое рынок? Это капитализация игры. Мы видим, что растут призовые. На тот момент самая сильная игра это была Dota 2, но порог вхождения в профессиональную лигу был очень высокий. Да? Там уровень зарплат очень высокий, сама индустрия очень дорогая, да? Там транспортные расходы. И мы поняли, что лучше начинать путь в той дисциплине, которая она только зарождается и очень быстро растет. И мы не промахнулись, как раз появилась история, где ребята собрались самостоятельно, да, и попробовали свои силы, нашли небольшого частного инвестора в начале пути и переехали в Москву, потому что у нас все равно в Якутске есть такое понятие, как пинг, интернет-соединение, да, плохое, и вся основная масса и самая сильная конкуренция это в европейском регионе происходит. Поэтому ребята переехали в Москву, первое время жили на квартире, там все вместе на большой квартире, да, как бы проживали, участвовали, и мы увидели то, что у них получается.
Соответственно, дальше подключился я. Мы начали это как-то упаковывать, аккумулировать, понимать, куда идти. И в целом появился полноценный продукт в виде Хату eSports, где у нас уже стремительно начали появляться успехи. Соответственно, уже в 2023 году мы получаем первое международное признание. В 2024 году мы становимся чемпионами России. Дальше мы становимся чемпионами Кубка России. И мы понимаем, что в России уже для нас не существует конкуренции. И мы начинаем конкурировать уже в мире. И, соответственно, сегодня Хату eSports — это организация международного уровня, в топ-30 мира входит. То есть сейчас самые именитые команды — это топ-30 мира, считается. То есть это говорит тир-1 уровень. Тир-2 уровень — это где-то топ-30-топ-70 команды мира, ну и тир-3 — это уже все остальные. Киберспорт и балет. Смотрите, есть что-то общее. Дело в том, что артисты балета в 35 выходят на пенсию. Да? То есть возрастная планка для них, ну, понятно, что там физическая форма и так далее. В киберспорте возрастная планка. Я подозреваю, что у вас большая текучесть, потому что, ну, грубо говоря, 18-летний очень быстро становится 25-летним, да? И, следовательно, у них притупляются, в том числе на гормональном уровне, все вещи, да? Да. Есть такое вообще? Вы абсолютно правы. Вообще жизненный цикл спортсмена в киберспорте, он очень маленький. То есть, условно говоря, пиковая форма считается это 16-17 лет. То есть принятие решений, скорость реакции, и вообще, когда мозг не озадачен какими-то жизненными, да, вещами, и он полностью сфокусирован на игре. Соответственно, это в этом возрасте они должны уже проявить себя. Ну и если они попадают на профессиональную сцену, то они могут там спокойно ощущать себя, я думаю, 24-25. К сожалению, к 28 это уже пенсионеры. То есть даже ниже, чем в балете, получается возрастная планка. Да? Смотрите, есть в реальном спорте есть понятие такое, как тренировки. Да? То есть тренировки занимают 99% всего времени и так далее. У вас как? Примерно. Даже больше. Если мы говорим сейчас о том графике, в котором живут ребята в Хату eSports, допустим, существует 2 чемпионата мира у нас в дисциплине, и Хату eSports не хватило 2 строчки мирового рейтинга, чтобы попасть на чемпионат мира, первый в этом году. Сейчас они будут готовиться на декабрь, это в Сингапур, для того, чтобы принять участие в новой гонке на чемпионат мира. Да? Если мы говорим о том, что у нас сезон начался там 4 января, ребята в страшном режиме жили 4-5 месяцев, то есть каждая игра важна, каждый перелет важен, то есть они там меняют часовые пояса, за 1 месяц они меняют 3 страны. Также им надо параллельно успевать тренироваться, следить за собой, следить за здоровьем, следить за своим сном, следить за дисциплиной, еще успевать тренироваться. Что такое тренировка? Тренировка сегодня — это не просто сидеть, нажимать кнопки, да? Это в том числе такая часть, где они просто анализом занимаются соперника, анализом своей игры, они занимаются теорией, с ними работает тренер, у Хату eSports профессиональный тренер, он чемпион мира уже действующий, ну, то есть тех лет с Казахстана, Рустем Телепов, получается, у них есть аналитики, у них есть стаф, который, соответственно, помогает им в тренировочном процессе. То есть они используют там современные методы, информационные системы, которые помогают им там анализировать, принимать какие-то решения, да? Соответственно, в целом они могут проводить в день до 12 часов, именно просто тренируясь. Более того, они дальше идут играть какие-то матчи, официалки, так называемые, да, еще 4 часа могут соревноваться. Потом им надо резко вдруг улетать в другую страну, чтобы опять продолжить этот тренировочный путь. То есть они живут на самом деле в очень сильно серьезном таком режиме. Что касается молодежи, которая вот в этом году на базе молодежного центра «Патриот» была создана площадка, да, для киберспорта, где молодежь, где из 200 заявок отобрали там 4 потенциальных кандидатов, и они сегодня тренируются ежедневно 8 часов. То есть у них есть тренеры, и они занимаются 8 часов. Баир, я в соцсетях слежу за деятельностью якутян, наших известных в реальном спорте. Дмитрия Ушканова и Аяла Лазарева, которые
сейчас в команде бойца UFC из Мексики. Да? То есть организационно команда вот киберспорта, это ничем не отличается, скажем так, от той же команды ММА или там профессионального бокса, да? Ну, Организационно. Организационно... То есть тренер, да, аналитики, медики и все прочее и так далее. В целом, вообще, компьютерный спорт идет по модели развития ФИФы, то есть футбола. То есть, условно говоря, это клубы, это международные чемпионаты, да, это страны, где они будут участвовать. То есть киберспорт взял направление развития ФИФы. То есть, условно говоря, если сегодня, ладно, самый максимальный сумма сделки трансфера игрока это будет 3 миллиона долларов в киберспорте. Сегодня в футболе такой нормальный трансфер будет стоить 85 миллионов долларов. То, условно говоря, несколько лет назад, 3 года назад, сумма трансфера была максимум миллион. То есть, условно говоря, за 2 года эта сумма растет. И я думаю, что динамика роста вообще в целом трансферных историй, клубных историй в киберспорте будет расти стремительно. То есть набирается аудитория ежегодно по 15-20% в год. И мы идем по именно той модели, как футбол. Минуточку. То есть теоретически Хоту может ангажировать игрока, допустим, из той же французской компании, да? Ну, теоретически. Теоретически, да. За 3 миллиона долларов, грубо говоря. Ну, сегодня Vitality, скорее всего, как бы находится в прайм-эре, да, то есть им этого не нужно, и их игроки, наверное, даже максимально вот Зайву есть как Месси, его сравнивать все с Месси, он будет стоить даже дороже. Слушай, любопытный факт, да, то есть мы, я имею в виду обыватели, но киберспорт привыкли оценивать как некую забаву. Оказывается, нет. Сегодня им важно быть не просто играть, да, в компьютер, нажимать кнопки. Нажимать кнопки способен сегодня почти каждый ребенок. Мы говорим уже о том внутреннем стержне, о чемпионстве, о дисциплине, о духе, о желании побеждать, о том, что происходит у него в голове, командная работа, макро-микро понимание. Это уже далеко, за ними стоят уже и психологи, то есть это уже внутренние диетологи, питание, витамины, гормоны, все это уже в комплексе большая индустрия. Слушай, ну это же стало буквально за прошедшие десятилетия вот примерно на такой уровень. То есть темпы развития электронных видов спорта, да, назовем это так, да, но они семимильными шагами. Да, это огромный прирост, 10-15 ежегодно процентов во всем мире. Это большой прирост. Допустим, мы говорим о том, что в среднем 30 миллионов активных игроков каждый месяц регистрируется в игре. То есть каждый месяц по 30 миллионов. Ну, конечно, мы имеем в виду, что, возможно, большая половина, они вновь аккаунты создают. Но в целом динамика такая, то, что есть порядка 30 миллионов ежемесячно новых уникальных пользователей. Вторая часть, скажем так, капитализации, монетизации. Да? Давайте сопоставим призовые, скажем, республиканского уровня вот на играх Дыгына и киберспорте. Ну, допустим... Не республиканского уровня соревнования, а вообще киберспорт как таковой, его призовые и призовые, допустим, тех же игр Дыгына. Ну, максимум, допустим, мы здесь были способны, там, в среднем у нас призовой фонд в Якутии, да, ну, то есть на городские, там, республиканские соревнования, он где-то 100-200 тысяч рублей составляет. Когда мы, вот наши ребята полетят на Россию в июле 25 числа, там будет финал, там призовой фонд составляет 2 миллиона рублей чемпионата России. Уже сопоставимо с прошедшими хитовыми соревнованиями, да? Возможно. А когда мы говорим уже о мире, то средний призовой фонд — это $1 миллион. $1 миллион. На игрока? Или на Не команду? на команду. То есть на команды, на 16 команд. Угу. То есть в среднем с этого $1 миллиона один участник команды сколько получит? Ну, допустим, если за первое место там команда получит $400 тысяч, половина уходит клубу, половина будет распределяться между игроками, то в среднем они там получат по $40 тысяч на игрока. По $40 тысяч. Но это не сама цель. Призовые — это не сама цель. У нас в индустрии есть такое понятие, как внутренний рынок игры.
То есть внутренняя капитализация самой игры на продаже стикеров, скинов, которые продаются в самой игре, да, она составляет более миллиарда долларов. То есть это внутренний рынок в игре. Ага, то есть вот эти, грубо говоря, нашлепки на оружие, нашлепки на амуницию и так далее, которые разрабатываются, они составляют некий внутренний рынок. Внутренний рынок. Это как кино и игрушки. Условно говоря, только в цифре, да, в цифровом виде. И когда команда, когда спортсмен попадает на чемпионат мира, автоматически появляется его скин. То есть все хотят пройти на чемпионат мира из-за того, что они будут получать эти скины и начнет весь мир покупать. И они с каждой продажи будут получать себе процент. То есть, условно говоря, один раз попадаешь на чемпионат мира, это пенсия на всю жизнь. Ну, это же реально, вот это как большое кино, как Голливуд, но в цифровом виде. Но в цифровом виде, да. Ага. И вы понимаете, и еще раз, вы утверждаете, что степень монетизации от этих вещей гораздо выше, чем просто призовые. Да, конечно. Для вот тех ребят, которые находятся в топ-30, они все понимают, что призовые — это лишь приятный бонус. А сама цель — это вот именно электронная история, коммерция. Окей, вы упомянули уже центр «Патриот», да? Бои. Но как сейчас вообще международная обстановка, в том числе и мы видим, что спорт политизирован, да, реальный спорт, очень сильно политизирован. Вообще, как обстоит в киберспорте? То есть нет ли каких-либо ограничений, преград для того, чтобы российские, якутские киберспортсмены выступали на международных площадках? Будем честны, что сегодня компьютерный спорт — это доминация там из игроков из России и команды из России. Это их очень много. И то зрелище, которое вот создает конкуренцию без участия российских игроков, оно сегодня будет невозможным. Не востребовано. Ну, не то, что не востребовано, просто это будет не так зрелищно и интересно, да. И я считаю, что все равно еще компьютерный спорт, он молод, только развивается, и он еще не совсем сильно политизирован, и надеюсь, он таким и останется. Стоп. То есть дельцы большого компьютерного спорта, они отлично понимают, что без участия команд из России они заработают меньше денег. Но рынок, просто они же считают о капитализации рынка, то есть в России степень покрытия рынка, она большая, игроков, которые смотрят эти стримы, да, матчи, это огромное количество, там почти скоро, наверное, на миллион просмотров выйдут именно аудитория из СНГ, да, и они понимают то, что это рынок, и я не думаю, что сегодня кто-то захочет мешать развитию рынка. Любопытное явление. А почему бы, допустим, Международному олимпийскому комитету не взять те же принципы на вооружение? Ну, в принципе, последние новости позволяют говорить, что возвращаются на российские спортсмены на международные арены, да? В целом, да, благоприятно все вроде, кажется, идет. Но я еще раз повторю, то, что я надеюсь, что эта тенденция, что компьютерный спорт, он останется такой вне политики, и дальше все так пойдет. Хорошо. Смотрите, явление хоту, даже в названии, да, есть некая локализация, привязка к азиатской географии. Да? Вообще, как азиатская составляющая, она благотворно ли влияет на позиции игроков? Вообще, в целом, когда мы Мы же ближе просто к Азии, к центрам Азии, чем другие игроки из России. Получается, там в свое время мы принимали участие через азиатскую сцену, да, то есть там в мире у нас делятся, есть азиатские регионы, европейские регионы, там американские регионы, да, и мы пошли путем через Азию. В Азии мы там всех победили, и нам, как Дальнему Востоку, как запретили участвовать там. Потому что они сказали, что вы все равно Россия, а Россия по международным стандартам это является Европа. А мы как азиаты, ну, как сказать, двигались по-простому, да, в Азии. Ну, мы же азиаты. По идее, Far East Russia, да, то есть этот дальневосточный регион, он должен относиться к Азии. Да. У нас 2 часовых пояса, у нас пинг, который не позволяет играть с Европой, с Азией у нас плюс-минус хотя бы конкурентоспособно. И я в целом для себя вижу эту миссию для того, чтобы... Разделить Россию на две зоны? Чтобы ребята из Дальнего Востока могли принимать участие на азиатских турнирах, потому что сама идея первого президента Якутии, да, «Дети Азии», которая она идет, я считаю, что это
очень сильно. И мы должны все-таки, как и тюркский народ, и как Центральная Азия, развиваться в этом направлении, потому что и в киберспорте тоже дети Азии могут быть, да, то есть это я сам так вижу, это лично мои убеждения, но, к сожалению, в мире нашим ребятам приходится конкурировать сегодня в европейской части, но европейский регион самый сильный. То есть мы конкурируем с самыми сильными. Поэтому, с одной стороны, когда наши ребята уже сразу конкурируют с сильным регионом, они становятся сильнее. Угу. Но в целом логика такая, да, лучше уж очень грубая пословица, если любить, так королеву, да? Угу. Примерно так. Примерно так. Примерно так. Но логика в том, что, еще раз, вот огромная территория России, и по той же цифровой составляющей, скажем, по пингу, вы должны больше конкурировать там Сингапур, Корея и так далее. Ну, корейцы же тоже не слабые ребята. Ну, самые сильнейшие, это, конечно, Китай. Там Китай, Монголия идут. Китай, Монголия. Да, в Азии. И как бы, в принципе, остальные только сейчас начали подтягиваться. Условно говоря, мы как Якутия, республика, да, если взять якутский киберспорт понятие, мы гораздо уже впереди идем, если смотреть всю Азию. То есть китайцы для вас, скажем так, не конкуренты? Они конкуренты, они очень сильные, но имеется в виду, мы наравне с ними как бы развиваемся. И это в цифровом восприятии мира, еще раз, Да. вот живи я, допустим, где-нибудь там в Японии или в Вьетнаме, да, я вижу так, вот есть такие же ребята, азиаты и так далее, но они представляют Россию, да, почему Россия такая? Россия же вроде бы такая. Там на международном уровне вообще в целом все, когда смотрят на наших игроков, ну, у нас как бы в основном там 2 казаха, 2 наших земляка, да, и сейчас один представитель, ну, русский армян. То есть, ну, мы уже якутский армян, мы его так называем. И когда на нас смотрят, говорят, что за китайцы, ну, со всего мира, да? Когда мы проводим наши стримы, ну, то есть мы комментируем матчи, да, и здесь международные, мы стараемся всегда показывать нашу культуру. Мы там включаем вставки такие, там, национальные. И часовой пояс, он очень близок с Америкой. И когда американцы начинают заходить, смотреть и видеть эту культуру, они говорят, вау, ничего себе. Ну, то есть у всех очень крутые, классные эмоции. То, что мы, во-первых, не просто там клуб, да, но мы еще и с привязкой именно такого традиционного духа севера. И мы очень гордимся этим, и поэтому и наш логотип, и вообще в целом вся история такая очень, как сказать, с большим колоритом. А ники у ребят, они ну, подвержены локализации? То есть нет ли ников, допустим, больше созвучных с якутскими какими-то? Нет, ну, конечно, есть вообще такие ники, но у игроков, именно если мы говорим именно хату, то там таких ников нет. Вообще в целом у нас ребята, они вот Хабхара там, например, да, используют такие ники. То есть это нормально? Это нормально? Да. Ага. То есть на текущий момент вы, еще раз говорите, это 2 казаха, 2 якутян и 1 представитель, грубо говоря, армянского этноса, да? Это нормально? Это нормально. Это нормально. Так, что такое Хото-академия? Это Хогвартс какой-то или что? Условно говоря, когда успех Хату, все ребята увидели, что наши земляки, наши одноклассники, да, я был с ним в садике, да, это возможно. На международном уровне они это понимают. У нас пошел бум. За последние 2 года у нас выросла аудитория в Якутии на 30% геймеров по Counter-Strike. И у нас вот для федерации очень большая нагрузка стала. Все говорят, турниры, хотим играть, хотим проявить себя, дайте нам возможности. И было принято решение, что необходимо уже развивать скамейку. Потому что если мы говорим о рынке, то в 2028 году по анализу данных мы там с помощью искусственного интеллекта начали выявлять средний уровень возраста игроков, уровень игроков, и мы понимаем, что новое окно возможностей для всех игроков это будет 28-29 год. То есть, условно говоря, там много пенсионеров, они уже будут потихоньку уходить, и, соответственно, рынку нужны будут новые личности. Поэтому стратегически Хату eSport сегодня начало развивать академическое направление. В начале года на базе площадки «Патриот» появились как бы пространства, и мы объявили сбор, да, потенциальных ребят.
Там порядка 200 заявок было. При всем этом отборе отобрали там сейчас 4, потом еще 5, еще 10. В целом скамейка академии составляет порядка 16 человек. Ну, то есть каким-то образом там идет внутренний отбор. И на основной состав ХТУ академии сейчас заявлено 4 человека. Капитана мы взяли, получается, из основного состава, который был в скамейке. И благодаря этой работе сегодня они уже вышли на чемпионат России буквально, получается, за, там, скажем, 4 месяца подготовительной работы. Я боюсь спросить, Баир, а средний возраст игроков основного состава сейчас сколько? Средний возраст 21-2 года. А в академии сейчас средний возраст будет составлять, но если мы не будем считать капитана, то это 19-20 лет. Угу. То есть, ну, абсолютно как в футболе, да? То есть запасная команда, конечно, которая в любой момент готова заменить основных. Они не просто готовы в любой момент, они прям горят желанием, они создают вот эту конкуренцию, то что уже и основной состав понимает, что за ними есть уже люди, которые с горящими глазами готовы занять там место, да, и также академка уже понимает, что за ними еще 16 человек есть, которые хотят занять их слот. Существует большая такая вот естественная конкуренция, то есть они... И это, с одной стороны, стимулирует игроков, и они всегда должны внутри развиваться. Как игрок, как личность, как профессиональный спортсмен. Угу. Кризис полупроводников в мире, который мы наблюдали весной, да? Как он повлиял вообще на проведение самих игр, на процесс тренировок, на процесс отбора и так далее? Ведь сейчас, получается, по железу требования, они... в цифровом, ну, вернее, в рублевом значении они гораздо выше, чем 2 года тому назад. Да, раньше вот был бум компьютерных клубов. Как бы, почему он был? Потому что у нас как бы бэкбон был внутренний, там интернет недоступный, да, был бум компьютерных клубов. Сейчас мы последние, я думаю, 1,5-2 года как раз испытываем тоже бум компьютерных клубов, и прирост аудитории, прирост вот этого всего, и не каждая семья сегодня может купить себе ребенку дорогой компьютер. Соответственно, дети, которые хотят почувствовать все это, поиграть идут в компьютерный клуб. И поэтому сейчас вот мы подняли вопрос о том, что на базе Патриота уже не просто пространство, да, а создать центр компьютерного спорта Республики Саха-Якутия, где будет необходимое топовое железо, где будет проводиться на постоянной основе чемпионаты, турниры и экосистема среди игроков, ну и, соответственно, с нашим правильным видением того, как это делать. Очень много было публикаций в мировой прессе и так далее, то, что геймеры, они подвержены там каким-то нехорошим явлениям, типа приступам эпилепсии там, и так далее, и так далее. Вот вообще, в целом, если воспринимать экосистему киберспорта как, это же кругом гаджеты, да, получается, кругом компьютерное оборудование и так далее. Насколько это баланс между реальным развитием, да, то есть я так понимаю, что если у тебя не будет реальных физических навыков, там, скорости реакции там, и так далее, делать в киберспорте нечего, да? Как вообще вот этот баланс между реальным и вот этим? Ну и я более того скажу, этот вопрос и как бы начал в стране у нас развиваться, да, появилось такое понятие, как фиджитал спорт, то есть это двоеборье, где сначала участники соревнуются в цифре, а дальше они выходят на настоящее поле. То есть, возьмем футбол. Они там, допустим, играют мини-футбол, потом после того, как заканчивают, уже пересаживаются на приставки и начинают играть в фифу, да, то есть, и я более того скажу, что это очень правильно, когда человек следит за своим здоровьем, потому что если мы даже возьмем профессиональные команды топ-30, да, то там все в отличной форме. У них они работают с тренером, которые там скорость реакции на настольный теннис играют. Они все следят за своим здоровьем, то есть они следят за своим питанием. И без духа, без здоровья невозможно приносить результаты в игре. То есть это все очень комплексная история. То есть вот этот образ геймера, который очень обширный, толстый и поедает гамбургеры, запивает колой, он
абсолютно не соответствует истине. Но это типа пережитки прошлого. То есть всегда, когда появляется что-то новое, бесконтрольное, без какого-то правильного пути, всегда идет хаос. Да? А сейчас уже все это упорядочивается, появляются какие-то нормы, стандарты, требования, там уже и какие-то организации появляются, там, допингового контроля, да, потому что там тоже есть такое понятие, твой фокус, он становится лучше, да, если там употреблять какие-то вещества, то вся эта история развивается. Можно же представить фиджитал в виде некого ММА, да? То есть есть же дисциплины, в которых, ну, файтинг, да? Тот же UFC и так далее. И почему бы вот реальные, скажем, поединки... Это уже все есть. Уже все есть, да. И все это работает. И все это работает уже. Ну, это круто же. Ну да. То есть, на самом деле, в недалеком уже, скажем так, обозримом будущем, там, в перспективе 50 лет, бойцы ММА, они не будут полноценными бойцами ММА, если не будут одерживать победы еще и в цифровых дисциплинах. Я думаю, это будет развиваться параллельно в целом, но это уже есть. Допустим, уже сейчас пройдут третьи игры будущего, то есть по фиджитал спорту, это международные соревнования. Более того, на первых играх будущего Хатуя Спорт заняла 3-е место в Казани, которое прошло. В Абу-Даби в прошлом году были соревнования игры будущего. 4 человека из Хату в составе X-God заняли 1-е место. То есть мы сначала там играем Counter-Strike, потом идем играть в лазер-таг. То есть по-настоящему вот это все происходит. И сейчас в июле и в начале августа это будет в Казахстане. То есть формат игр будущего, формат фиджитал спорта, он уже активно развивается в мире. И ребята к этому готовы? И ребята к этому готовы. Слушай, это вообще очень крутые вещи, на самом деле, вы рассказываете, потому что, ну, все, о чем говорили, скажем так, лучшие умы человечества в прошлом веке, то есть человек будущего должен быть гармонично развитым и так далее, в принципе, фактами иллюстрируете, да, то есть они ездят на крутых машинах, в прекрасной физической форме, отлично знакомы с технологиями, при этом они очень молоды. Ну, да. 21-22 года. Да? То есть мне, допустим, как человеку среднего поколения, видеть такую молодежь будет, ну, прекрасно, я считаю. Да, прекрасно. Это как мои дети, но они очень крутые. Да, это 100%. И мы, как Федерация компьютерного спорта, да, должны именно создавать те правильные условия для того, чтобы молодежь проходила через нашу воронку, через наше горлышко и шла в лучшие руки, да, то есть и мы чувствуем тоже эту ответственность, и мы всегда стараемся гармонично, правильно развиваться. Но это же еще и от правильных родителей зависит, да, которые до определенного возраста же все-таки с несовершеннолетними приходится работать через их родителей, получается. Да? То есть, если родитель прогрессивен, если родитель, скажем так, умеет устраивать и режим дня, и все на свете, и так далее, процесс обучения, с ним проблем не будет. Ну, я являюсь там председателем экзаменационной комиссии в Якутии. Ну, моя основная деятельность это связана с информационными технологиями. И уже у меня вышло там 3 курса студентов. И я вижу, что с каждым годом дети, они становятся лучше. Почему это происходит? Потому что уже роль родительского влияния, она очень сильно важна, конечно, да, с точки зрения становления базовых, фундаментальных взглядов на мир. Но дети сегодня, они получают информацию со всего мира, то есть у них все под рукой, и они видят успешные кейсы, они стараются, они начинают работать со всем миром, креативно мыслить. И, соответственно, как бы сегодня я очень рад за то, что я вижу. Наше поколение, оно очень прогрессивно, хорошо развивается. И наш глава Эсен Сергеевич всегда это говорит, то, что в Якутии очень сильный человеческий потенциал. Да? И мы все хотим дальше способствовать этому развитию. Что запомнилось вам на встрече с главой, которая прошла в начале этой недели? Я очень сильно был тепло рад
видеть на то, насколько, оказывается, вообще в целом не только Арсен Сергеевич, да, и представители власти, там, Анатолий Аскалонович, да, и, Гавриил Юрий Кириллович, там, Шамаев Петр, да, все вовлечены в это дело, то есть они душой-то вообще за наших геймеров, и они понимают, они следят за нами, они понимают важность того, что это будущее, и они все в теме, и это очень здорово, что мы с нашим сообществом обо всем этом поговорили, о развитии, сверили часы, так сказать, и они готовы поддерживать это все направление, и это очень здорово для нас. Допустим, я этим занимаюсь очень давно, и сейчас я вот получаем максимально вот, экстаз, как можно сказать, да, о том, что сейчас происходит. И это очень здорово. И самое важное, наша молодежь, она это чувствует, видит, и ей комфортнее развиваться. Основная дисциплина, в котором вы играете, это Counter-Strike. Она сильно милитаризована. Да? Ну, согласись, игрок с оружием отстреливает других, аватары других игроков. Мы говорим, это сторона атаки, сторона защиты. То есть это всегда кто-то нападает. Это базовый инстинкт. Это базовая история, которая о том, что есть красные, есть синие, есть атака, есть защита. То есть сценарий всегда один, мы это воспринимаем больше как игра. Это был, да, для Якутска, для провинциального города был большой прорыв, когда наши ребята выступали там на больших площадках. Да? Сейчас с приходом большой шины, большого канала, игроки из Якутии получают возможность равноценно выступать на любых площадках, не покидая своих, скажем так, этих. Да. Но в случае с профессиональной лигой, в вашем случае, да, конечно, ширина канала, оснащенность, инфраструктура и так далее, это играет роль. То есть, живи вы в Сингапуре, в принципе, даже лучшие показатели, возможно, были бы. Да? Но, опять же, вы говорите, что азиатская лига, она как бы слабее европейской, поэтому ближе к европейским столицам находиться лучше, чем к азиатским. Да? Абсолютно с этим, в этом с вами соглашусь, потому что тех же французов, немцев, голландцев и так далее, ближе к ним чисто просто географически находиться, это, наверное, очень круто. Очень рад, что у вас интернациональный состав, страны СНГ, расы там и так далее, и все вы как один выступаете на международных площадках. Это очень круто, и это не может вызывать какие-то просто положительные эмоции. Да? И остается пожелать, что много нового. То есть я считал, что артисты балета — это наиболее, скажем, подвержены возрастному явлению. Оказывается, в киберспорте эта планка гораздо занижена лет на 7-8. Да? Поэтому пенсионеров 28 лет — это же не пенсия по возрасту. Это просто, да. Кубки пенсионеров мы все помним. Остается пожелать успехов, то есть грядущие вот эти турниры пусть принесут ребятам победы, пусть принесут ребятам больше позитивных эмоций, да больше призовых пускай принесут. Еще раз, когда представители нашего региона, они на хорошем счету в мировой лиге, это не может не вызывать положительных эмоций. Поэтому спасибо огромное, что приняли приглашение, да, и честно ответили на, возможно, непростые какие-то вопросы. Да. Один из нас сегодня был руководитель якутского отделения Федерации киберспорта России, один из руководителей профессиональной команды ХОТО, Баир, еще раз фамилию. Жамсович, Дамджаба Баир Жамсович. Да. Встретимся через неделю.